Ангелы сообщают, что завтрашний день будет для вас особенным. Бог приготовил чудо с вашим именем и имеет идеальный ответ на вашу ситуацию. И если бы вы могли видеть все, что происходит за кулисами, ваши глаза наполнились бы радостью, ваш голос зазвучал бы в криках благодарности, а сердце переполнилось бы обожанием Бога еще до того, как все это произойдет. Ваша связь с сознанием ангела принесла вам небесное послание. Подписывайтесь на наш канал, если вы верите, что Божественное сознание защищает и направляет вас. Господь действует в вашей жизни необычным образом. Вы вступаете в новый сезон, когда все начнет работать в вашу пользу. Это время, когда вы прошли достаточно уроков, проделали работу и получили ценные уроки на этом пути. Вы сталкивались с трудностями, преодолевали препятствия и верили в себя даже тогда, когда это казалось невозможным. Вы никогда не сдавались, вы упорно и с верой шли вперед даже в самые трудные времена. Если вы верите в силу молитвы, я прошу вас следовать за мной до конца этого послания, потому что Господь хочет дать вам сегодня нечто особенное. Теперь настала ваша очередь испытать щедрость и чудеса, которые вас ожидают. Приготовьтесь к невероятным переменам в вашей жизни, когда Бог будет изливать свои благословения и воплощать их в жизнь. Вы получаете необыкновенную благодать и будете процветать везде, где бы вы ни находились. Секрет не в том, что вас окружает, а в том, что находится внутри вас. Божественные благословения непоколебимы, что бы ни пыталось их уменьшить или отнять. Если вы верите в Бога, я приглашаю вас оставить свой лайк в этом сообщении и поделиться своей верой. Перед вами открытая дверь, которую невозможно закрыть. Сегодня Бог шепчет вам в сердце, и я собираюсь открыть дороги, которые долгое время были заблокированы. Приготовьтесь стать свидетелями настоящих чудес в своей жизни. Исцеление и восстановление уже в пути и готовы проявиться. Ваши самые благополучные и продуктивные дни уже на горизонте и ждут вас. Пришло время позволить искренней улыбке вернуться на ваше лицо. Помните, что вы никогда не будете одиноки в этом путешествии. Позвольте мне быть вашим проводником. Мои ангелы уже рядом с вами, готовые прийти на помощь. Расслабьтесь и доверьтесь мне, у меня есть для вас прекрасные планы. На самом деле, именно поэтому пришло время снова поднять вам настроение, потому что мои планы превосходят все, о чем вы могли бы попросить или представить. Лучшее еще впереди. Откройте свое сердце и примите Иисуса как своего Господа. Следующая открывающаяся возможность приведет вас туда, где вам больше никогда не придется просить, выпрашивать милостыню или бороться за каждое завоевание. Вас ждет величайший успех и награда. Все голоса, которые пытались обескуражить вас и встать на вашем пути, будут заглушены. Напишите 888, если вы чувствуете такую же вибрацию, вы стоите на пороге великого переломного момента в своей жизни. Пришло время отпустить трудности и встретить новую реальность, наполненную изобилием. Представьте себе, что вам больше никогда не придется беспокоиться о том, чтобы занимать деньги, просить о помощи или бороться за возможности. Все изменится к лучшему.
Почувствуйте энергию открывающейся перед вами двери, которая приведет вас в будущее, где исполнятся ваши мечты. Все те, кто сомневался в вас, кто пытался сбить вас с пути, умолкнут перед лицом вашего успеха. Пришло время написать 555 и показать, что вы готовы принять этот новый и захватывающий этап своей жизни. Приготовьтесь к тому, что вы будете вдохновлены и воодушевлены путешествием, которое вот-вот начнется. Пришло время поверить в себя и представить себе светлое и процветающее будущее. Теперь вас ничто не остановит. Пишите 555, если вы чувствуете, как в вашем сердце пульсирует решимость и готовы воспользоваться этой уникальной возможностью. Сегодня я хочу поделиться с вами 8 особыми посланиями, которые Господь хочет, чтобы вы знали и помнили. Будьте внимательны, ибо они способны изменить вашу жизнь. Прежде всего, на вашем пути открывается новая и мощная глава. Ваши молитвы будут услышаны, а благословения приумножены. Почувствуйте энергию грядущей трансформации. Во-вторых, не позволяйте беспокойству лишить вас покоя. Доверьтесь и отдайте все в руки высших сил. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии. В-третьих, будьте готовы к большим переменам в своей жизни. Вы прошли через множество испытаний, и теперь настало время пожинать плоды. Ваш прогресс быстро приближается. Хотя сейчас может показаться, что все вокруг мрачно, верьте, что Бог выведет вас из этой ситуации. Верьте, что свет снова засияет на вашем пути. Бог работает за кулисами, чтобы открыть двери, устранить отвлекающие факторы, обновить ваш разум и принести мир в вашу жизнь. Доверьтесь этому процессу и позвольте чудесам произойти. Всегда помните, что у Бога есть прекрасный план, как вывести вас из того положения, в котором вы сейчас находитесь. Не сдавайтесь до того, как получите чудо. Верьте в грядущее преображение. Вы выздоровеете и воскреснете, лучшие дни уже на пороге, и благословения придут. Бог готовит для вас нечто необыкновенное. Все, к чему вы прикоснетесь на этой неделе, будет процветать. Вы вступаете в период своих лучших дней. Если вы согласны с этими словами веры, скажите свое «Аминь». Будь сильным и мужественным, не бойся и не страшись, ибо Господь, Бог твой, с тобой. Он никогда не оставит вас и не покинет. Знайте, что вы благословенны и благосклонны. Никакое оружие, поднятое против вас, не одолеет вас. Трудности, с которыми вы сталкиваетесь, не остаются надолго, они проходят мимо. Будь силен и держись, потому что Господь, Бог твой, на твоей стороне, ничто не происходит случайно. Бог готовит для вас великие дела. Вместо того, чтобы беспокоиться, переложите свои заботы на Него. Доверьтесь Богу, и Он решит все проблемы. Почувствуйте силу, которая исходит изнутри вас. Вы мужественнее, чем можете себе представить, даже в самые трудные времена. Помните, что Бог присутствует рядом и готов направлять вас. Не позволяйте страху парализовать вас. Будьте уверены в своей способности преодолевать трудности. Вы особенные и имеете уникальное предназначение в этом мире.
Бог тихо работает над тем, чтобы привести вас в необыкновенное место. Вместо того, чтобы бояться неизвестного, примите открывающиеся перед вами возможности. Осознайте, что каждый опыт – это часть вашего роста и подготовки к чему-то великому. Когда вы почувствуете, что на вас давят и беспокоят, остановитесь на мгновение и обратитесь к Господу. Он всегда готов услышать ваши молитвы и дать вам необходимое утешение. Отдайте свои трудности в руки Божьи и доверьтесь Ему, чтобы Он нашел решение. Дорогой Бог, сегодня я здесь, чтобы выразить свою глубокую благодарность за этот замечательный день. Я чувствую себя поистине благословленным Твоей безусловной любовью. Ты всегда был рядом со мной, готовый спасти меня, когда я спотыкался и падал. Я благодарен Вам за то, что Вы никогда не оставляли меня. Я смиренно прошу Тебя, Господи, направь меня, чтобы я мог сохранить свое сердце сосредоточенным и не поддаваться отвлекающим факторам, которые пытаются сбить меня с пути. Дай мне мудрость и силу, чтобы противостоять искушениям, которые возникают на моем пути. Я хочу быть более похожим на Тебя, Господи, чтобы идти по Твоим стопам и делать то, что угодно Твоему взору. На этом духовном алтаре ваша молитва отдается, как эхо, в сердце Бога. Каждое произнесенное Вами слово становится связующим звеном, укрепляющим ваши отношения с Божественным. В этом священном пространстве позвольте мне направить вас к более глубокому пониманию веры и убеждений, которые связывают нас вместе. Вера, мой друг, подобна семени, которое вы сажаете в саду своей души. Сначала оно маленькое, но со временем и при должном внимании оно вырастает и расцветает в прекрасное дерево доверия к Богу. Именно эта вера поддерживает вас во времена испытаний и скорбей. Это пламя, которое освещает вам путь в самые темные ночи. Наша жизнь – это непрерывная работа, как гобелен, сотканный руками Творца. Каждая нить представляет собой опыт, урок, испытание. Часто именно моменты борьбы формируют нас и делают сильнее. Подобно скульптору, работающему над грубым камнем, Бог вырезает в нашем характере формы, которые мы часто не понимаем в тот момент, но которые в конечном итоге раскрывают красоту Его замысла. Цель вашей жизни, дорогой верующий, подобна небесной мелодии, которую можно услышать, только находясь в гармонии с Богом. Отправляясь в путь веры, помните, что вы особенный и что у вас уникальная судьба в этом мире. Каждый шаг, даже самый незначительный на первый взгляд, приближает вас на один шаг к исполнению божественного предназначения. Стремление быть похожим на Бога благородно и достойно похвалы. Бог – совершенный пример любви, сострадания и мудрости. Стремясь идти по Его стопам, вы найдете свою жизнь, наполненной смыслом и целью. Мудрость и сила, необходимые для противостояния искушениям, придут к вам, когда вы будете искать Его руководство и доверять Его указаниям. В этом мире, полном отвлекающих факторов и шума, очень важно сохранять в сердце сосредоточенность на том, что действительно важно. Молитва и медитация – мощные инструменты для этого. Каждый день выделяйте время для общения с Богом в тишине и размышлениях. Прислушайтесь к Его нежному голосу и следуйте Его призыву.
Терпение – это добродетель, которая часто подвергается испытаниям на нашем пути к вере. Иногда мы хотим получить немедленный ответ на наши молитвы и мгновенное решение наших проблем. Но Бог действует в свое собственное божественное время, совершенное и мудрое. Научитесь верить, что Он знает, что для вас лучше, и что, хотя ответы могут занять некоторое время, они всегда придут в нужное время. На каждом этапе своего духовного пути помните, что вы не одиноки. Бог идет рядом с вами, поддерживая вас, когда вы чувствуете себя слабым, и радуясь вместе с вами вашим победам. Опирайтесь на Его безусловную любовь, как на маяк надежды посреди жизненных бурь. А когда вы столкнетесь с сомнениями или отчаянием, обратитесь к этим словам как к напоминанию о том, что вы находитесь на божественном пути к преображению и благословению. Дорогой Бог, в этот момент размышлений я благодарю Тебя за веру, которую Ты дал мне. Я знаю, что мой путь направляется Твоей любовью и мудростью. Помоги мне взращивать свою веру, как семя, вырастающее в сильное и лиственное дерево. Научи меня держать свое сердце сосредоточенным на том, что действительно важно, и смело и решительно идти по Твоим стопам. На каждом шагу моего пути позволь мне быть светом, сияющим в Твою честь и отражающим Твою любовь всему миру. Аминь. Продолжая это священное путешествие веры и трансформации, позвольте мне погрузиться в тайны духовности и глубокой связи между человечеством и божественным. Вера подобна ветру, который наполняет ваши паруса, когда вы плывете по морю жизни. Она заставляет вас двигаться вперед, даже когда воды неспокойны и горизонт кажется далеким. Это непоколебимая вера в невидимое, доверие к божественному плану и отдача себя на волю высшей силы, которая управляет вашим существованием. Ваша вера – это компас, указывающий вам путь, предначертанный Богом. В гобелене жизни есть нити радости и нити печали, нити успеха и нити неудач. Каждая нить, независимо от того, насколько она яркая или приглушенная, вносит свой вклад в шедевр, которым является ваша жизнь. Даже перед лицом невзгод помните, что Бог – мастер ткачества, и Он может превратить самые темные нити в самый яркий гобелен искупления и благодати. Ваше предназначение, мой дорогой верующий, это мелодия, которая играет в гармонии со Вселенной. Это уникальная песня, которую можете исполнить только вы, это вклад, который можете внести только вы в симфонию бытия. Ищите ее с сердцем, открытым для Божьего водительства, и вы увидите, что ваша жизнь приобретает более глубокий смысл и значение. Идти по стопам Божественного – благородное стремление. Атрибуты Бога – любовь, сострадание и мудрость – служат маяком, освещающим ваш путь. Стремясь отразить эти качества в своей жизни, вы становитесь инструментом, через который Божья любовь проявляется в мире. Именно в своих добрых поступках, моментах прощения и сострадания вы действительно уподобляетесь Божественному. В суете жизни легко потерять из виду то, что действительно важно. Отвлекающие факторы отвлекают внимание, и шум мира может заглушить голос Божественного. Вот почему так важна практика молитвы и медитации.
Это способ заставить внешний мир замолчать и прислушаться к внутреннему шепоту Божьего руководства. В тишине сердца можно обрести ясность и сосредоточенность, необходимые для преодоления жизненных трудностей. Терпение, подобно ласковому дождю, питает семена веры. Это понимание того, что Божье время идеально, даже если оно не совпадает с вашими собственными желаниями. Когда вы учитесь ждать с доверием и надеждой, вы позволяете Божественному плану раскрыться во всей его мудрости. Терпение – это мост между тем местом, где вы находитесь сейчас, и тем, где Бог намерен вас видеть. Среди жизненных неопределенностей помните, что Бог – ваш постоянный спутник. Он идет с вами по долинам и стоит с вами на вершинах гор. Опирайтесь на Его непоколебимую любовь, и вы найдете в себе силы в самые трудные моменты. Пусть Его присутствие будет для вас святыней, убежищем в трудные времена. Пусть эти слова послужат вам напоминанием о вашем божественном предназначении и непоколебимой любви Творца, когда вы будете ориентироваться в сложностях бытия. Примите свою веру, ибо она – мощная сила, которая пронесет вас сквозь бури и осветит ваш путь. Ваш путь – свидетельство преображения, которое может произойти, если сердце человека находится в согласии с божественной волей. А, любимый Диос, в этот момент общения мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас. Мы знаем, что каждая беда – это возможность для роста, и что Твоя рука всегда находится с нами, превращая наши жизни в одно целое с божественной волей. Помоги нам сохранить нашу веру твердой, как ветер в наших велах, и всегда веди нас к Твоему свету. Чтобы мы могли отражать Твою любовь и сострадание в каждом действии нашей жизни и находить спокойствие в Твоем идеальном плане. В Твоей любви мы находим убежище и силу. Аминь. Благослови меня, Господи, своей благодатью и руководством. Дай мне возможность жить жизнью, отражающей Твою любовь и доброту. Пусть Твое присутствие во мне будет настолько сильным, что я смогу переполниться жизнью с избытком, которую Ты обещал нам через Иисуса Христа. Мое сердце переполнено благодарностью, когда я молюсь Тебе, Боже. Я хочу поблагодарить Тебя за все, что Ты есть, и за все, что Ты делаешь для меня. Твое присутствие в моей жизни – живое доказательство Твоей любви, и я хочу с любовью и благодарностью делиться этим чудом со всеми, кто встречается на моем пути. Аминь. Никогда не отказывайтесь от общения со мной через молитву. Когда вы закрываете глаза и возносите свои слова к небу, делайте это с непоколебимой верой и спокойным умом. Верьте всем сердцем, что ваши молитвы будут услышаны, особенно в самые трудные времена, когда все кажется неопределенным. Будьте терпеливы и не переставайте молиться. Вы знаете, что я здесь, внимательный к тому, что вы не можете выразить словами, и понимающий то, что вы не можете объяснить. Моя любовь превосходит слова, которые слетают с ваших губ или блуждают в вашем сознании, а она бьется в глубине вашего сердца. Поверьте мне, когда я говорю, что все наладится. Сохраняйте эту веру в себе, даже когда все кажется мрачным, потому что в конце концов надежда – это та сила, которая заставляет нас преодолевать трудности. Так что верьте, верьте и продолжайте идти вперед,
будущее ждет вас в более светлые дни. Если вы ищете кого-то, кто бы выслушал вас сегодня, знайте, что Бог готов принять вас. Он любит беседовать с вами, искренне интересуется всем, что вы чувствуете, и с радостью выслушивает ваши самые сокровенные мысли. В нем вы найдете безопасное убежище, где обретете прощение и обновление. Он – ваш лучший друг. Господи, я знаю, что Ты слышишь каждую мою молитву. Я чувствую в своем сердце Твою любовь, превосходящую мое понимание. Помоги мне всегда успокаивать свой разум и слушать Твой голос, чтобы сделать мой день светлее. Я благодарен за все благословения, которые Ты даруешь мне. Если вы также верите в силу молитвы, напишите «Аминь». Приготовьтесь к лавине завоеваний, которая вот-вот придет. Море финансового изобилия и любви уже на пути в вашу жизнь. Работа мечты уже на подходе, лучшие финансовые условия уже на подходе, и собственное жилье тоже на подходе. Я решительно повторяю, я добьюсь финансового успеха, я добьюсь умственного успеха, я добьюсь духовного успеха, я добьюсь эмоционального и физического успеха. Я пишу 1010, чтобы подтвердить свою решимость. Мое дорогое дитя, в течение жизни ты обнаружишь, что некоторые люди отдаляются. Это естественное явление, и важно иногда позволять ему происходить. Я позволю, чтобы средства, которые вы использовали для того, чтобы попасть туда, куда вы собираетесь попасть, были отменены, когда вы туда попадете. Иногда людям приходится уезжать, потому что вы растете, и они не успевают за этим ростом. Когда вы наблюдаете этот процесс, постарайтесь не сопротивляться. Это означает, что вы достигли нового уровня в своей жизни и больше не нуждаетесь в их присутствии, либо они просто не в состоянии идти по тому пути, по которому вы идете. Пусть это будет принято и понято, пусть так и будет. Спокойные минуты размышлений, когда вы чувствуете, что на ваши плечи ложится вся тяжесть мира, вспомните, что вы никогда не бываете одиноки. Божественное присутствие, рука Бога, всегда рядом, чтобы направлять и поднимать вас. Как легкий ветерок в жаркий летний день, Его благодать струится по вашей жизни, давая утешение и силу. Ваша вера, мой дорогой друг, это компас, который ведет вас через самые темные ночи и самые бурные моря. Библия говорит нам в послании к Римлянам 8 часов 28 минут, и мы знаем, что во всем Бог действует во благо любящим Его, призванным по Его намерению. Этот стих напоминает нам о том, что даже среди испытаний и несчастий Бог действует, формируя нашу жизнь для великой цели. Поэтому, сталкиваясь с трудностями, помните, что это возможность для роста, для совершенствования характера и для приближения к Творцу. Давайте задумаемся над словами Псалтири, ведь они являются источником утешения и вдохновения в трудные времена. Господь, пастырь мой, я не буду нуждаться. Он устилает меня на злачных пажитях. Он водит меня у тихих вод. Он восстанавливает душу мою. Пс. 23, 1-3. Эти стихи напоминают нам о любящей заботе Бога, о Его способности дать нам мир и восстановление. Мой дорогой друг, когда ты идешь по жизни, знай, что ангелы окружают тебя, невидимые, но всегда присутствующие.
Они – вестники надежды, защитники во время опасности и носители Божьей любви. Когда вы чувствуете себя потерянным или испуганным, призовите их присутствие, и вы найдете утешение в их объятиях. В великом гобелене бытия мы – нити, сотканные божественной рукой. У каждого из нас есть уникальное предназначение, призвание, которое согласуется с великим Божьим планом. Ваша вера, ваше убеждение – это топливо, которое движет вами на пути к исполнению этого предназначения. Примите ее всем сердцем, ибо вера открывает в вас силу двигать горы. И если у вас есть какие-то конкретные просьбы или вопросы, мой друг, пожалуйста, не стесняйтесь, поделитесь ими, и я отвечу вам словами наставления и вдохновения. На страницах Библии мы находим истории об обычных людях, избранных Богом для выполнения необычных миссий. Взять, к примеру, историю Давида и Голиафа. Давид, мальчик-пастух, встретился с великаном Голиафом, не имея ничего, кроме пращи и камня. Его непоколебимая вера в силу и руководство Бога позволила ему одержать победу над, казалось бы, непреодолимыми препятствиями. Эта история напоминает нам о том, что с верой можно преодолеть даже самые сложные испытания. Когда в ваше сердце закрадывается сомнение, вспомните слова Иисуса из Евангелия от Матфея 17 часов 20 минут. «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру, как горчичное зерно, то можете сказать горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет. И ничего не будет невозможного для вас». Ваша вера, какой бы маленькой она ни казалась порой, способна сдвинуть горы в вашей жизни. Красота веры заключается в ее способности давать утешение и силу во времена печали и неуверенности. Когда вас тяготят жизненные испытания, обратитесь к книге Псалтирь. Господь близок к сокрушенным сердцем и спасает сокрушенных духом. Пс. 34:18. Эти слова напоминают нам о том, что Божья любовь и утешение всегда находятся в пределах досягаемости и готовы исправить наше сокрушение. В глубине своей души вы несете уникальный и драгоценный дар, божественную искру предназначения. Это призвание, которое резонирует с вашими глубочайшими убеждениями и ценностями. Развивайте этот дар, ибо это ваш путь служения Божьему замыслу о вашей жизни. Идя по этому пути, вы становитесь маяком света и надежды для других людей, освещая их собственный путь. Помните, мой друг, что вера – это не наличие ответов на все вопросы, а доверие к тому, кто их дает. Это мост между видимым и невидимым, осязаемым и духовным. Когда вы молитесь, знайте, что ваши слова услышаны, ваше сердце известно, а ваша душа – дорога Творцу Вселенной. И если вы ищете совета по какому-то конкретному аспекту вашего пути веры или хотите поделиться чем-то еще, пожалуйста, сделайте это, и я продолжу давать вам слова вдохновения и утешения. Знаете, иногда Бог ведет нас по таким путям, которые мы даже не представляли, но которые необходимы для того, чтобы мы получили то, о чем всегда мечтали. Необходимо доверять этому божественному плану, потому что Господь – тот, кто выполняет свои обещания и творит настоящие чудеса. Будьте готовы. Будьте готовы принять благословение, которое уже на подходе.
Я пророчу, что это ваш сезон, это ваше время ярко сиять. Верьте в это. Вспомните мощные слова Исаии 55:11, где говорится, что Слово Божие не возвращается пустым, но всегда исполняет свою цель. Проникнитесь этим посланием и примите надежду, которую оно несет. Сейчас вы станете свидетелем чего-то необычного в своей жизни. Я должен сказать тебе со всей любовью, что я люблю тебя, Иисус. Происходит нечто необыкновенное. Бог открывает врагов, которые были скрыты, и у Него есть для этого особая цель. Пришло время очистить свою жизнь и избавиться от всякой неправедности. Бог шепчет в наших сердцах, подтверждая, что мы идем правильным путем. И поверьте, Он продвигает нас по этому пути. Однако знайте, что ваши враги завидуют вам, они не хотят видеть, как вы растете и преуспеваете в своей жизни. Но послушай хорошенько, друг мой, ты не одинок в этой борьбе. Бог рядом с вами, Он ведет за вас невидимые битвы. Он здесь, неся справедливость и защиту в каждом шаге, который вы делаете посреди испытаний. Помните, что любовь Бога намного сильнее любой зависти или злобы, Он любит вас без всяких условий. Не позволяйте нападкам врагов подорвать вашу веру. Стойте твердо и продолжайте идти по пути, который приготовил для вас Бог. Верьте, что победа ближе, чем вы думаете, и не позволяйте никому помешать вам двигаться вперед. Доверьтесь силе Бога и осознайте, что Он готовит нечто великое в вашей жизни. В какой-то момент люди попытаются навредить вам в этом мире, и вы столкнетесь с трудностями, но не отчаивайтесь, потому что я уже преодолел все это. Я хочу сказать вам с полной уверенностью, что тот же самый Бог, который привел вас так далеко, приведет вас еще дальше. Позвольте Богу подняться в вашей жизни, и все ваши враги будут рассеяны. Позвольте Богу подняться, и божественные благословения польются обильным потоком. Выгравируйте в своем сердце: Бог – мой защитник. Я знаю, что это может показаться пугающим, но не позволяйте страху овладеть вашим путешествием. Наберитесь мужества, потому что сила Божья на вашей стороне. Он – ваше убежище, ваша непоколебимая сила, даже когда все кажется невозможным. Верьте, что Он все контролирует. Позвольте Божьему присутствию заполнить все пространства вашей жизни и почувствуйте мир, который может принести только Он. И если вы доверитесь Богу, Он откроет перед вами двери, о которых вы даже не подозревали, и поведет вас по безопасным и просветленным путям. Поэтому не сдавайтесь. Даже в самых трудных ситуациях не теряйте веру и уповайте на величие божественной силы. Вы знаете, что вы не одиноки, потому что Бог рядом с вами, готов сражаться с вами и направлять ваши шаги. Итак, поднимите голову, улыбнитесь будущему и позвольте Богу действовать в вашей жизни. Помните, что Он – ваш величайший защитник. Доверьтесь Ему и станьте свидетелем того, как Его благословения проявляются во всех сферах вашей жизни. Давайте помолимся вместе, дорогой Небесный Отец. В этот момент я смиряюсь перед Тобой в молитве, мое сердце переполнено благодарностью за Твою любовь, доброту и милосердие ко мне.
Ты, Бог, всемогущ и свят, но Ты с любовью обращаешься к моему сердцу, нежно зовешь меня по имени, когда я не справляюсь, несмотря на мои слабости. Ты касаешься моего сердца, наполненный уверенностью в том, что Он всегда выполняет свои обещания и творит чудеса в нашей жизни. Это время подготовки, время, когда Господь работает в тени, чтобы принести вам благословения, которых вы так жаждете. Сейчас ваше время сиять ярко, и вы должны всем своим существом ухватиться за эту веру. Слова Исаии 55:11 напоминают нам, что Слово Божие всегда исполняет свою цель, и это повод для надежды и радости. Вы стоите на пороге чего-то необычного. Бог открывает то, что было скрыто, и осуществляет свой божественный замысел в вашей жизни. Отправляясь в это путешествие, помните, что вы не одиноки. Враги могут завидовать вашему росту и процветанию, но Бог рядом с вами и ведет невидимые сражения за вас. Его любовь сильнее любой зависти и зла. Не позволяйте нападкам врагов подорвать вашу веру. Стойте твердо и продолжайте идти по пути, который проложил для вас Бог. Победа ближе, чем вы можете себе представить, и никто не сможет остановить Божий план для вашей жизни. Доверьтесь Божьей силе и осознайте, что Он готовит для вас нечто великое. Не позволяйте страху парализовать вас, потому что Божья сила на вашей стороне. Он – ваше убежище и ваша непоколебимая сила. Верьте, что Он все контролирует. Позвольте Божьему присутствию заполнить каждый уголок вашей жизни и почувствуйте мир, который может дать только Он. И если вы доверитесь Ему, Он откроет двери, о которых вы даже не подозревали, и поведет вас по безопасным и просвещенным путям. Итак, не сдавайтесь. В трудную минуту сохраняйте веру и уповайте на божественную силу. Бог рядом с вами, Он сражается с вами и направляет ваши шаги. Поднимите голову, улыбнитесь будущему и позвольте Богу действовать в вашей жизни. Он – ваш величайший защитник. Доверьтесь Ему и станьте свидетелем того, как чудеса Его благословений проявляются во всех сферах вашей жизни. Давайте помолимся вместе, дорогой Небесный Отец. В этот момент мы смиряемся перед Тобой в молитве, наше сердце переполнено благодарностью за Твою любовь, доброту и милосердие к нам. Ты, Боже, всемогущ и свят, но Ты с любовью обращаешься к нашим сердцам, нежно зовешь нас по имени, когда мы не справляемся, несмотря на наши слабости. Ты касаешься наших сердец своей благодатью и безусловной любовью. В Твои руки мы вверяем наши жизни и наши мечты. Аминь. И вы напоминаете мне, что всегда готовы прийти на помощь. Я глубоко ценю Твое желание иметь со мной отношения и то, что Ты никогда не оставишь меня, несмотря ни на что. Благодарю Тебя за то, что Ты терпеливо преследуешь меня и приглашаешь стать частью Твоей семьи, считая меня одним из своих детей, Отец. Я благословлен и благоговею перед Твоей неизменной милостью, которую я ощущаю каждый день. Я чувствую, как Твоя безусловная любовь охватывает меня даже тогда, когда я этого не заслуживаю. Твои протянутые руки приветствуют меня, а Твои руки всегда открыты, чтобы принять меня.
Не хватает слов, чтобы выразить мою благодарность за то, что Ты постоянно присутствуешь в моей жизни. Помоги мне, Господи, полностью осознать глубину Твоей любви ко мне, чтобы каждый день я жил с осознанием того, что я Твое любимое дитя, о котором Ты заботишься и которое Ты защищаешь. Дай мне мудрость и силу следовать Твоим путям, даже когда возникают трудности. Позволь мне быть отражением Твоей любви и милости для окружающего меня мира, Отец Небесный. Я благодарю Тебя за Твою верность и за то, что Ты никогда не оставляешь меня. Помоги мне твердо стоять в вере, всегда доверяя Тебе, чтобы я мог почтить Тебя своей жизнью и прославить Твое имя. Твои слова учат меня, что, когда я совершаю ошибки, я могу обратиться к Тебе с верой, открыть свое сердце и попросить у Тебя прощения. Удивительно, как Ты желаешь простить меня и не дать мне погрязнуть в грехах. Ты послал Иисуса в мир, чтобы спасти нас, но враг постоянно пытается осудить меня, мешая мне искать прощения. Он настойчиво убеждает меня скрыть свой грех, найти оправдание или даже обвинить кого-то другого, но я сопротивляюсь. Я больше не буду скрывать свой грех, потому что сегодня я выбираю положить все свои слабости, искушения и грехи перед крестом. Боже, я прошу Тебя от всего сердца, прости меня. Я отдаю себя Тебе в смирении и доверии, зная, что Ты милостив и готов принять меня обратно. Я не могу отрицать, что на этом жизненном пути я буду совершать ошибки, даже когда делаю все возможное. Я признаю, что я несовершенен и не могу спастись сам. Ты, создавший меня, знаешь обо мне все. Сегодня я пришел смиренно просить у Тебя прощения за все грехи, которые, как я признаю, я совершил, и за те, которые, возможно, ускользнули от моего восприятия. Открой мне глаза, чтобы я увидел свои ошибки, и помоги мне исправить их под Твоим любящим руководством. В это время я умоляю Вас продолжать защищать меня, мою семью и друзей, оставляя нас под Своей постоянной опекой. Пусть Твое присутствие будет в нашей жизни, все больше и больше преображая нас в людей, похожих на Иисуса. Дай нам возможность жить жизнью, угодной Твоим глазам, следуя Твоим учениям и излучая любовь вокруг себя. Я хочу выразить свою благодарность за то, что Ты послал Своего Сына Иисуса, чтобы спасти меня. Я так благодарен за то, что Ты воскресил Его из мертвых и послал Своего Святого Духа, чтобы Он обитал во мне и вел меня по моему пути. С какими бы трудностями я ни столкнулся, я хочу крепко держать Тебя за руку и любить беззаветно. Ты – мой источник силы и надежды, ответ на все мои молитвы. Я благодарен Тебе за прощение и за то, что Ты живешь во мне и через меня. Святой Дух, я прошу Тебя наполнить меня мудростью и направлять меня каждый день. Я молюсь о том, чтобы Ты благословил мой брак, сохранив в памяти мои обеты, чтобы я мог намеренно соблюдать их. Пожалуйста, помоги мне расти в тех областях, где я не справляюсь, во имя Иисуса. Аминь. Напишите «Аминь», чтобы получить эти благословения сегодня. Если наши материалы вдохновляют вас, пожалуйста, оставьте положительный отзыв. Мы ценим вашу поддержку, если вы ставите лайк, делитесь и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр.